Пожалуйста. Крымско-татарская редакция. Тимур Ага, хотела бы услышать лично ваше мнение. Есть ли будущее у крымско-татарской автономии? Лично сугубо ваше. И как вот эта конференция, может быть, все-таки поможет? Я вам скажу. Крымской автономии. Хорошо. Хороший вопрос. Спасибо. Вот вы знаете, ведь когда было решение о возвращении крымских татар в Крым, решение в Москве было принято решение и о создании автономии, о восстановлении автономии. Но тогда здесь местные власти очень сильно подсуетились. Вот даже я не хочу думать, кто подсуетился и зачем в этом плане, если вспомнить Калифорнию. Но если бы тогда, вот я часто думаю об этом, если бы тогда создали бы эту автономию, вот что такое была автономия? Где 30, это любая автономия, это и казахских татар, и других, любые автономии в Советском Союзе создавались так. 36% коренное население, и остальное это большинство. При голосовании, если какие-то сложные вопросы, которые никто не может путем голосования какой-то решить вопрос. Вот если бы у нас была бы такая автономия, я вас уверяю, Донецка бы здесь не было. Потому что большинства бы они бы не нашли. Больше того, у нас был такой потенциал, когда мы возвращались сюда, что Крым только бы от этого выиграл. Я приведу вам несколько примеров. У нас был огромный... Вот я приехал, да? Зашел в обком партии и говорю: ребята, я работал в ЦК партии. Хочу купить домик. Это был 88-й год. Хочу купить домик. О, нам такие кадры нужны. Это тогда еще партия была. Нам такие кадры нужны. Давайте, мы позвоним в горком партии, они вам помогут. В горком партии секретарь горкома вызывает меня и говорит: что приехал? Я говорю: на родину приехал. И что ты здесь будешь делать? Я уже начинаю свирепеть. Рудить. И говорю: ну, наверное, партийная организация найдет мне какое-то применение здесь. Он говорит: хорошо, иди. Я ушел на второй день. Хозяин дома прибежал ко мне и говорит: ко мне приехали из горкома с милиционерами и сказали: любому татарину продай этот дом, только не этому. Я, знаете, что? Когда я с ним говорил, я говорю: ты почему так со мной разговариваешь? Я работал инспектором. Ты знаешь, что такое инспектор? Когда к тебе из Киева приезжает инспектор, ты по стойке смирно стоишь. А я работал инспектором в ЦК. Инспектор это гроза всех партийных работников. Потому что я Рашидову должен был докладывать, с кем спит какой секретарь райкома, какие у него связи, где он деньги берет. И когда он со мной так разговаривал, я остался здесь на месяц, я узнал всех его любовниц, я узнал все его связи. Я потом вернулся, поехал в Таджикистан, в Ленинабад, где он после института проходил работу. Я собрал вот такое досье, и когда я на следующий год снова приехал искать сюда дом, встретил его на улице. Я говорю: ну что, я же тебе говорил, он уже, потому что я отправил это досье в ЦК КПСС. Я тебе говорил, не связывайся. Не хотели. Слушайте, приехал министр строительства, наш Татарин, 50 тысяч под ним людей, его не приняли на работу. Приехал академик, по экономике. Он член Академии, Украинской академии, член Узбекской академии. Пришел в наш совет министров. Ему говорят, а он в Узбекистане работал на очень высоких должностях. В совете министров ему говорят: ой, вам здесь будет скучно, вы знаете, у нас такие кадры, вы с ними не поладите.
И не приняли. И что он делал? Этот академик брал машину, покупал картошку там, привозил и торговал, спекулянтом стал. Сейчас он завкафедрой. И таких примеров я вам могу привести массу, когда наши мощные кадры не принимали на работу. Ну а сейчас уже за 20 лет все эти кадры, как я, постарели, а молодежь уже совсем другая. Но отвечаю на вопрос. Когда-нибудь обязательно будет.